Это вот после желтого здания вот в этом парке предполагается в будущем строительство. Будущее старейшего национального театра страны, театра Камала, не то что за поворотом, в обозримом будущем. Здесь, на этой площадке, на пересечении улиц Хади Такташ и Назарбаева, будет его новый дом. Вот с каким чувством сейчас смотрите вот в эти прекрасные окна? Туда. Оптимизм, счастье, радость. Все вместе. Неизвестность, страх. Все эмоции направлены туда, потому что это новое. Новое будущее выглядит как ледяной цветок, архитектурное воплощение редкого природного явления, которое при определенных условиях возникает на озере Кабан. Из концепции победителя. Зимой объем сольется с окружающей средой и станет частью облика озера. Летом единение с природой места будет обеспечено за счет многогранного отражения прозрачных фасадов водной глади. Зачем театру новое здание? Парусник под голубой крышей давно не вмещает в себя театр. Создавался он под другой штат и другие задачи. Не умещается сразу несколько технических цехов, тесные гримерки. По сути, нет места для репетиций. Сцена репертуарного театра по полдня занята монтажом декораций к спектаклям, а значит, возможность создавать новое сужена временным коридором. Татарский академический театр, став, по сути, сердцем и центром национальной культуры, не вмещается в программу своих же фестивалей, выливается на другие площадки. Реконструкцию признали делом малоперспективным. А после того, как президент республики посетил Московский электротеатр, театр энергии, театр света и новых технологий, было принято решение строить новое. Меньше года от решения до утверждения проекта. И я своим сотрудникам тоже сказал, я говорю, работаем со всеми до всех мелочей внутренних. Логистику, гримерки, цеха, склады, все, кабинеты, все мы с ними проработали. И работали с каждой компанией до мелочей. Почему? Мы не знали, кто выиграет. Главное, чтобы внутренность была так, как нужно театру. Казань объявила международный конкурс. География. 14 стран, 87 компаний, 537 архитекторов отправили свои заявки. В октябре было выбрано 8 консорциумов финалистов. С отрывом всего в 0,7 балла в лидеры вырвался московский консорциум «Ваухаус», в который входит японское, немецкое бюро, а также мастерская казанского архитектора Германа Бакулина. На итоговой пресс-конференции после многочасового обсуждения за полночь было признано: решение стало неожиданным, но старт дан. Крыша как небо, а стены переходы. Театр театров. Сложная конструкция при обсуждениях вызвала много вопросов. Как за такой архитектурной фантазией ухаживать? Ведь такого здания с такой крышей и в таком климате нет нигде в мире. Сегодняшние технологии позволяют нам, архитекторам, конструкторам, принимать такие решения, которые дают возможность показать образные, художественные характеристики объекта. Во-первых, покрытие. Во-вторых, аэродинамика, где просто снег сдувает. Там, где сложные места, мы можем сделать на основе солей, тринитрита, титана, в частности, есть возможности, которые статическим электричеством отбрасывают частицы атмосферные. Из концепции победителя. Заостренность, устремленность – характерные черты татарской культуры, архитектуры и искусства. Вот с определением этих черт, которые не спутать ни с чем другим, дающим невозможность появления такого же здания ни в одной другой точке страны и мира, по мнению экспертов-историков, возникла общая проблема. Мы зачастую имеем дело с очень узким набором культурных элементов, которые воспринимаются даже самими носителями этих культур как вот то, с чем мы ассоциируемся. Ну, то есть Чак-Чак, Сабантуй и там Тюбетейка, да, и Тукай, значит, единственный наш поэт. Это не проблема исполнителей, это беда заказчиков, это беда наша. Потому что мы не в состоянии предоставить достаточно широкий спектр разнообразных представлений о себе, которые были бы, легко доступны, в том числе на английском языке, б, которые были бы достаточно интеллектуально привлекательные и гибридные, вызывающие, глубокие, для того, чтобы на этой основе рождались новые архитектурные, культурные и художественные решения.
Главный вдохновитель победившего проекта, легендарный мастер с мировым именем Кенго Кума, как и все японцы, очень чтит традиции своего народа. Возможно, благодаря и этой черте ему удалось заглянуть в глаза другой культуры чуть глубже и пристальнее, чем остальным. Мы выбираем не на сегодняшний день, мы выбираем на будущее. Масса примеров, когда жители не понимали до конца, так сказать, каких-то арт-объектов, а потом становилось символом города, не только города, но и страны. Я очень завидую людям, которые будут работать в этом театре. Прям по-настоящему по-хорошему завидую. Невозможно было там представить, не знаю, 30 лет назад, когда я уезжала отсюда, что Казань будет таким магнитом лучших из лучших, где будут конкурировать самые прогрессивные, талантливые люди и компании в строительстве театра, не стадиона, не там какой-то военной базы, я не знаю, чего, космодрома, а театра. Это такое счастье. Сейчас Казань – общий центр притяжения всей нации, а Национальный театр с его концентрацией чувств, слез, радости, размышлений и надежд – это сердце национальной культуры. Центр там, где мы, где вы, где спектакли наши. Потому что народ приходит больше на спектакли. Они приходят смотреть спектакли, они приходят послушать язык, увидеть изобразительно, пускай искусство, вот, которое декорации вот эти наши национальные, а оркестр, там музыку послушать татарскую именно, Сайдаша ли, Яхина ли. Вот здесь, вот в этом изюминка. Центр там, где мы, и атмосферу тоже там будет. Она автоматом перенесется, она никуда не денется. Впереди, конечно, огромная подготовительная работа, шлифовка проектов с технической уже точки зрения. Но, вероятнее всего, первый этап начнется уже в этом строительном сезоне. Президент намерен начинать как можно скорее, поэтому я думаю, что мы определимся со схемой работы. Мы, естественно, будем работать вместе с победителем. Этот амбициозный проект, надеюсь, такими лучами и хорошими волнами даст нам новый виток преобразований исторической части Казани. Переехать театр должен через 3 года, и это будет только начало. Нам нужно будет свою философию менять. Надо менять свое мировоззрение. И если мирового значения снаружи архитектура, так внутри тоже должно быть мирового уровня. Татьяна Тимошенко, Андрей Ключников. 7 дней.